Башкиры – коренной народ Республики Башкортостан. В ней, согласно переписи 2010 года, проживает более миллиона башкир. Еще около полумиллиона живут в других регионах страны. Говорят они на башкирском языке, входящем в кипчакскую группу тюркских языков. Башкирский, наравне с русским языком, имеет статус государственного языка Республики Башкортостан. Выделяют 3 диалекта – южный, восточный и северо-западный. Многие исследователи подчеркивают родственность башкир с тюркскими народами. В процессе смешения разных народностей культура башкир принимала все новые формы, объединяя традиции родственных наций. Кроме того, европейские народы также имели свое влияние на становление башкирской нации. Существуют 3 основные теории, объясняющие происхождение башкир: тюркская, финно-угорская и иранская. Согласно тюркской теории, башкиры произошли от тюркских племен, мигрировавших из Центральной Азии в первом тысячелетии нашей эры. Приверженцы финно-угорской теории считают, что ядро башкир было сформировано мадьярами, венграми. Мадьяры позднее были ассимилированы тюркскими племенами и приняли их язык, а в конце VI века переместились в донские и кубанские степи. Иранская теория предполагает, что башкиры являются потомками сарматов из Южного Урала. Есть несколько толкований этнонима башкорт. По одному из них это слово из общетюркского переводится как «главный волк». Есть также версии, что башкорт эквивалентно значению «хозяин пчел», «глава Урала» или «отдельный народ». Все эти и другие версии этнонима так или иначе говорят о том, что башкиры – древний народ. Еще в V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот упоминал о них под именем Аргипеев. Впервые этнографическое описание башкир дал арабский путешественник Ибн Фадлан. Он побывал среди башкир в 922 году. Башкиры, по утверждению Ибн Фадлана, были воинственными и могущественными, которых он и его спутники остерегались. Воинственность и бесстрашие позволило башкирам разговаривать с завоевателями на равных. Так, в течение 14 лет, сдерживая натиск монгольского нашествия на запад, они сумели заключить с ними договор о дружбе и союзе и получили территориальную автономию в составе империи Чингисхана. Позднее похожая история повторилась с Иваном Грозным. Решением Народного собрания башкиры перешли в подданство русского царя на основе равноправного соглашения. В дальнейшем народ активно принимал участие в жизни государства, особенно в многочисленных войнах Российской империи. Военная подготовка и храбрость позволяла быть в числе первых в составе русской армии. С годами цари начали притеснять башкир, что вызвало волны восстаний. Национальное самосознание башкир всегда оставалось крепким. В марте 1919 года была провозглашена национальная государственность Башкортостана, а в октябре 1990 года – государственный суверенитет. Башкиры вели полукочевой образ жизни. Занимались животноводством, земледелием, ремесленничеством, охотой, бортничеством, и по сей день башкирский мед по праву считается лучшим и ценным в мире. Богатые залежи ископаемых позволяли иметь своих ювелиров и кузнецов. До принятия ислама они исповедовали тенгрианство, где главная роль отведена богу неба Кук-Танряхе. Сегодня Башкортостан славится не только своими природными богатствами и развитой промышленностью, но и талантливыми людьми.
В историю отечественной культуры навсегда вошли имена национального героя Салавата Юлаева, просветителя Мифтахетдина Акмуллы, писателей и поэтов Мустая Карима, Равиля Бикбаева, художников Касима Давлеткильдеева, Ахмата Лутфуллина, композиторов Загира Исмагилова, Нура Даутова и других. Среди них Рудольф Нуреев, легендарный танцовщик современности, Газиз Аль-Мухаметов, певец и композитор, основоположник башкирского профессионального искусства. Благодаря музыкантам Юмабаю Исянбаеву и Ишмулле Дильмухаметову звучание башкирского курая узнал весь мир. Ахмед Заки Валиди прославился не только как политический и общественный деятель, стоявший у истоков создания республики, но и как ученый-востоковед, чьи труды изучают в разных точках мира. Рудопромышленник Исмагил Тасимов поспособствовал созданию первого высшего горно-технического учебного заведения в России. За поимку еще одного выдающегося башкира, черного генерала Даяна Мурзина, Адольф Гитлер лично пообещал заплатить 100 тысяч рейхсмарок. Габдрахман Кадыров стал первым чемпионом мира по мотогонкам на льду. Сегодня Башкортостан на российской и мировой сцене представляют такие известные люди, как оперные певцы Ильдар и Оскар Абдразаковы, телеведущая, гимнастка Лейсан Утяшева, шоумен и рэпер Моргенштерн, певец Элвин Грей, кураист-виртуоз Роберт Юлдашев, многократная чемпионка мира по шашкам Тамара Танцыккужина и многие другие. Башкортостан развивается в составе сильной России, и его многонациональный народ, уважая историю и культуру своих предков, с уверенностью и надеждой смотрит в будущее страны.